Еженедельное видеоселекторное совещание стало традиционным в Республиканском онкологическом диспансере. На связи с руководством Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России все региональные службы. Сегодня в конференции принимает участие и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ингушетии Зарема Анташкеева. Она поприветствовала коллег и поблагодарила за активное взаимодействие и поддержку. Видеоконференции «Телемосты» с ведущим федеральным центром проводятся с 2019 года. Коллеги разбирают самые сложные случаи и диагнозы. Совместно решают, какие методы лечения будут эффективнее. В онкодиспансере уже второй день присутствует и старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Александр Кострыгин. Он ежегодно приезжает в Ингушетию и обменивается опытом с местными специалистами. Наш выездплановый. Он ежегодный и уже стал традиционным в вашей республику. Мы приезжаем для того, чтобы посмотреть, как работают наши коллеги. Это такая методологическая помощь для того, чтобы наметить, посмотреть, где сейчас находится республика, наметить дальнейшие планы и понять, в каком направлении мы дальше можем двигаться совместно, развивая нашу онкологическую помощь. Только за прошлый год республиканский онкодиспансер более 500 раз проводил телемедицинскую консультацию с Национальным медицинским исследовательским центром радиологии Минздрава России. Конечно, во время таких обсуждений телемостов наши специалисты совместно в тесном контакте с онкологами Республики Ингушетия обсуждают тех пациентов, которые необходимо принять на себя, потому что, конечно, есть методы лечения, которые возможны только в федеральном центре. И мы готовы в этом направлении дальше работать, дальше сотрудничать и всегда ждем в гости и не только пациентов, но и наших коллег. Еженедельные конференции помогают медикам страны обмениваться опытом, повышать квалификацию. Для ингушских врачей это большое подспорье. Очень познавательно, много нового узнаем, так как онкология – это все-таки специальность, которая каждый день что-то новое мы узнаем. И учитывая, что это федеральные центры на связи, а мы, диспансер, считаемся очень молодой, но в то же время перспективным учреждением, всегда узнаем что-то новое. Александр Кострыгин вместе с Заремой Анташкеевой оценили возможности онкодиспансера. Благодаря реализации национального проекта здравоохранения в медучреждении функционирует самое современное оборудование, помогающее проводить диагностику и лечение пациентов. Приобретение второго аппарата компьютерной томографии позволило нам проводить уже диагностические исследования здесь и топометрию проводить там. И в случае выхода из строя по каким-то причинам одного из аппаратов у нас возможно переключение на другого, и то есть, чтобы работа не встала, и пациенты получали свою медицинскую помощь в той мере, в которой они должны получать. Благодаря поддержке федерального центра качество оказания медпомощи в регионе существенно повысилось. А также хочется отметить, что после послания главы государства Федеральному собранию появилось четкое понимание, что медицину ждут не просто изменения, через которые мы проходили все эти годы с успехом, но совершенно новый глобальный этап развития стратегии сбережения здоровья. Президентом нашей страны учтено все от строительства, ремонта, оснащения объектов здравоохранения до новых принципов работы всей системы здравоохранения. Мы все должны включиться в эту работу вместе с лидером нашей страны, вести нашу медицину вперед, доказывая всему миру беспрецедентный потенциал нашей страны. Положительные изменения в онкодиспансере отмечают и сами пациенты. По их словам, самое главное – это чуткое обращение врачей с больными. Рабочий день закончится. Цудахчи каставай луршт масынина баркал албезин барса далвай камана ишму бол огзер барсан дик лурш. Несмотря что некоторые доктора в возрасте чересчур грамотные в первую очередь. Такие плановые визиты московских специалистов проводятся 5 лет подряд. Это позволяет повысить качество оказываемой медпомощи. Зелимхан Калуев, Султан Булгучев, Магаз 24.